Құрметті бұқаралық ақпарат өкілдері, сәлеметсіздер. Бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласы бойынша эпидемиологиялық жағдай бойынша баяндамамды айтуға рұқсат етіңіздер. Жыл басынан бері Нұр-Сұлтан қаласында осы жылдың, яғни 2020 жылдың 13 наурызы мен 28 қазан аралығында коронавирустық инфекцияның 14.510 жағдайы тіркелді. Оның ішінде 8.929 симптомдармен және 5.581 симптомсыз. Қаладағы сырқаттанушылықтың көрсеткіші республикалық орта көрсеткіштен 2,1 есе жоғары және 10.000 тұрғынға шаққан кезде 1.256-да 1-ді құрайды. Қазақстан Республикасы бойынша 604-те 9. 14.510 жағдайдың 161-і сырттан келгендер болса, 10.439 жергілікті тұрғындар арасында 3.903 байланыста болған адамдар. Барлығы 18.220 байланыста болғандар бүгінгі күні 17.438 адам карантиннан алынды. Амбулаториялық емдеумен жазылып шыққандардың саны 13.939 адам, қайтыс болғандардың саны 3.319 адам, 230 адам бүгінгі күні стационарлық және амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Жас құралымы бойынша коронавирустық инфекцияны жұқтырған адамдардың саны 40 жастан жоғары және барлық жағдайлардың 42% құрайды. Туылған жастан бастап 18 жасқа дейін 8%, 18-ден 29 жасқа дейін 22%, 30-дан 39-ға дейін 28%. Егер қалада коронавирустық инфекция тіркеудің басында ерлер арасында ауырғандардың саны басым болса, және 63% құраса, онда 9 айдың қорытындысы бойынша ауырып қалған әйелдердің үлесі артып 53% құрайды. Коронавирустық инфекция ауырғандардың тіркеу жағдайлары әлі де жалғасып жатыр. Тәулігінде 15-тен 33-ке дейін аурудың симптомдары бар жағдайы тіркеліп жатыр. Ересектер арасында да, мектеп жасында да, балалар арасында тіркеу бар. 8 күннің ішінде 7 қазан мен 14 қазан аралығында репродуктивтік саны бірден асып түсті. Соңғы 13 күннің ішінде репродуктивтік саны төмендеді, бірақ бүгіннен бастап репродуктивтік саны бірден асып 1,8-ді құрап отыр. Сонымен қатар соңғы аптада ауру алдыңғы аптадан 1,3 есе немесе 28%-ке жоғарылады. Қазан айында өсу үрдесі бар аурудың толқын тәрізді сипатын ескере отырып, репродуктивтік сан артуы және төмендеуі қалада карантиндік іс-шараларды жеңілдетуге мүмкіндік бермей отыр. Өздеген хабарлау және үй ошақтарында байланыс кезінде науқастар санының өсуі байқалады. Бұл қала тұрғындарының алдын алу шараларын сақтамайтынын білдіріп отыр. Соңғы уақытта коронавирустық науқастарының фактілері жасырудың және тұрғылықты жері мен жұмыс орны бойынша, сондай-ақ жақын байланыста болғандар туралы жалған ақпарат берудің жиілеуі байқалады. Осылайша ошақтарды оқшалау бойынша эпидемияға қарсы іс-шараларды уақытылы жүргізуге мүмкіндік бермейді. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, кезекті рет сізден айналаларыңызға адамдардың денсаулығы мен өміріне қамқорлық жасауға сұраймын. Ол үшін тек қарапайым ережелер сақтау қажет. Медициналық маскаларды міндетті түрде кию, әлеуметтік қашықты сақтау, бұқаралық іс-шараларды өткізу, адамдар көп жиналатын жерге барудан аулақ болуды сұраймын. Бүгінгі таңда елімізде өздеріңіз көріп отырсыздар, эпидемиологиялық жағдай
құрт нашарлауда. Біз көріп отырғанымыздай, Еуропа елдерінде карантиндік шаралар күшейтілуде, кейбір қалаларда коменданттық сағат енгізілді, кино және спорт залдары, театрлар қайтадан жабылуда. Қоғамдық тамақтану объектілері сағат 18-ге дейін жұмыс режиміне көшуде. 25 қазанда ақш-та коронавирустық жағдайларының рекордтық тәуелдік өсімі тіркелді. 28 сағаттың ішінде 83.753 жұқтыру оқиғасы анықталды. Көршілес Ресейде коронавирустық инфекцияны тіркеудің өсуі байқалады. Елде маскаларды міндетті түрде жаппай кию талаптары да күшейтілді. Ағымдағы жылдың маусым-тамыз айларында біз Қазақстанда коронавирустық инфекция ауруларында құрт өскенін байқаған жағдайға тап болдық. Бүгінгі таңда біз елдегі тұрақты эпидемиологиялық жағдайды барлық күшімізбен сақтап қалуға тырысамыз. Сізден елді қорғап, әлемде орын алған жағдайдан аз шынымен шығуға көмектесуіңізді сұраймыз. Здравствуйте, представители средств массовой информации. Разрешите вам более подробно доложиться об эпидемиологической ситуации в городе Нур-Султан. С начала года в городе Нур-Султан за период с 13 марта по 28 октября 2020 года зарегистрировано 14 510 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8929 с симптомами и 5581 бессимптомных. Показатель заболеваемости города выше среднереспубликанского 2,1 раза и составил 1256,1 на 100 тысяч населения. По республике этот показатель равен 604,9. Из 14 510 случаев 168 завозных, 10 438 местных, 3903 из числа контактных лиц. Всего установлено 18 220 контактных лиц. На сегодня снято с карантина на текущую дату 17 438 человек. Выписаны с выздоровлением и завершено амбулаторное лечение 13 939, умерших 318, получает на сегодняшний день стационарное и амбулаторное лечение 230. По возрастной структуре отмечается увеличение количества заразившихся коронавирусной инфекцией лиц в возрасте от 40 и выше и составляют 42% от всех случаев заболеваемости. Среди детей с рождения до 18 лет 8%, 18-29 лет 22%, 30-39 лет 28%. Если в начале регистрации коронавирусной инфекции в городе преобладал удельный вес заболевших среди мужчин и составил 63%, то по итогам 9 месяцев доля заболевших женщин увеличилась и составила 53%. В настоящее время продолжается регистрация случаев заболевания коронавирусной инфекции. В сутки регистрируется от 15 до 30 случаев с преимуществом заболеваний симптомами. Отмечается регистрация как среди взрослых, так и среди детей дошкольного и школьного возрастов. В течение 8 дней с 7 октября по 14 октября репродуктивное число превышало единицы. И последние 11 дней было снижение единицы, но с сегодняшнего дня репродуктивное число превысило единицу и составило 1,8. Также заболеваемость за последнюю неделю выше предыдущей в 1,3 раза и составляет 28 или 28,7%. Учитывая волнообразный характер заболеваемости с тенденцией к росту в октябре месяце, превышение и снижение РТ числа не дает возможности послабления карантинных мероприятий в городе. Отмечается увеличение количества заболевших при самообращении и по контакту в домашних очагах, что говорит о несоблюдении мер профилактики жителями города. В последнее время также отмечается учащение сокрытия фактов и предоставление ложной информации больными коронавирусной инфекцией по месту проживания и работы. Также о близких контактных тем самым не дают возможности своевременно провести противоэпидемические мероприятия по локализации очагов. За последние 2 недели зафиксировано 279 случаев лабораторно подтвержденных случаев с показателем на 100 тысяч населения.
с преимуществом случаев с симптомами. Случаи среди детей и подростков, соответственно, 26,3 случая. Из числа зарегистрированных 23% или 64 случая выявлены при профобследовании. По контакту 36%, это 101 случаев. И по самообращению 46%, это 128 случаев. Среди контактных случаев преобладает заражение в домашних очагах. 91% от всех контактных случаев и 9% по работе и в стационаре. На сегодняшний день у нас есть такие очаги домашние, где регистрируются в одном очаге по 5-6 случаев. По профсоставу 14 школьников, в том числе 12 удаленно, студентов 5, все они удаленно, работающие в других сферах 128, из них 41 дистанционно, неработающих 75, пенсионеров 32, организованных детей, которые посещают детский садик 1 случай, неорганизованных детей 9 и прибывшие из других стран и регионов Республики Казахстан 45. Всего школьников 18, из них 15 на дистанционном режиме обучения, 1 школа России и 1 школа Узбекистана. В 16 случаях дети заболели по контакту с заболевшими в домашних очагах. И в 2 случаях источник они обследовались для выезда из города. Всего с начала учебного года заболело 30 школьников, из них 25 на дистанционном режиме обучения. Всего контактных по школе 107, на сегодняшний день обследованы 89 контактных, результаты отрицательные, а остальные по срокам должны сегодня или, вот, по-моему, завтра должны обследоваться. Всего с начала учебного, детских дошкольных учебных заведениях зарегистрирован 1 случай. У данного ребенка симптомов не было. Выявлен был перед плановой госпитализацией. Все контактные по детскому учреждению были обследованы, положительных нету. При сборе эпиданамнеза у заболевших коронавирусной инфекции не исключается передвижение по городу на общественном транспорте, посещение мест массового скопления людей, это торгово-развлекательные центры и рынки. С 1 августа по поручению министра здравоохранения Республики Казахстан также проводится учет пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 октября зарегистрировано 589 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. За 2 недели 24 случаев. Из них детей и подростков 3 и 2 случаев. За последние 2 недели в день регистрируются именно такие формы пневмонии до 6 случаев. Как вы знаете, у нас в городе был развернут карантинный стационар на базе гостиницы «Рамада Плаза» на 500 коек. И вот со 2 октября прибывают из-за границы лица и госпитализируются в карантинный стационар для проведения ПЦР. Это те лица, которые прибывают без справок. И на сегодняшний день прибыло 15 335 лиц со 135 рейсов. Из них со справкой с отрицательным результатом ПЦР 12 426, депортировано 14, госпитализировано в карантинный стационар и обследовано 2887 больных. 6 с бессимптомной формой было выявлено, 2 были госпитализированы. Прибывали с города Москвы, Шарм-эль-Шейх, со Стамбула, также с Египта есть прибывшие и с Минска. Во всех случаях проведены своевременно противоэпидемические мероприятия. Далее, теперь уже согласно постановлению номер 60 от 27 октября введен запрет для всех прибывших в Республику Казахстан международными рейсами без справок ПЦР. Департаментом также ведется мониторинг прибывших лиц через автопереходы. Всего прибыло в столицу за 2 недели через автопереходы 1931 человек. В том числе прибывает за сутки 142. Это вот на вчерашний день. Среди прибывших лиц также положительные результаты лабораторного обследования выявляются. Вот на сегодняшний день у нас есть 2 лиц. Эти лица передаются далее в Управление общественного здравоохранения для определения лечения больных и лабораторного обследования и медицинского наблюдения за контактными жителями в городе Нур-Султан.
В городе задействовано 15 лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции с суточной мощностью 10 030 исследований. На сегодняшний день загруженность всех лабораторий составляет от 25 до 60%. В день проводится от 1500 до 3500 исследований. Всего с февраля проведено 521 157 лабораторных исследований, из них 35 082 положительных результатов, в том числе повторные и контрольные результаты. Жителями города наблюдается также повторные обследования в разных лабораториях на сегодняшний день, до и при получении положительных результатов. При этом при положительных бессимптомных формах жители подвергают риску уже других лиц. И в сутки такие случаи выявляются от 2 до 7 повторных случаев. Поэтому нет необходимости делать переконтроли в разных лабораториях. Департаментом на постоянной основе также проводится мониторинг по выполнению на объектах санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача города Нур-Султан, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. За проведенные дневные и ночные рейды 27 и 28 октября мониторингом охвачено 290 объектов, из которых на 49 объектах выявлено нарушение ограничительных и карантинных мер. Также совместно с представителями Палаты предпринимательства «Атамикен» был проведен обход торговых домов и рынков города и проведена разъяснительная работа. Всего было охвачено 42 объекта. В ходе мониторинга выявлено превышение количества посетителей на объектах питания, несоблюдение масочного режима продавцами и посетителями, отсутствие антисептиков, дезинфекционного коврика, несоблюдение социальной дистанции, нарушение режима работы, осуществление деятельности объектов, работа которых запрещена. Основными нарушителями за этот период являются объекты общественного питания, торговли, также расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, салоны красоты. По всем выявленным нарушениям сотрудниками управления полиции города Нур-Султан составлены рапорта и зарегистрированы КУИ. В последующем материалы направляются в районное управление департамента для рассмотрения и принятия административных мер. Всего за период с 5 июля по 28 октября в городе Нур-Султан было охвачено 3390 объектов, в том числе объектов питания 1326, коммунальных объектов 430, детских садов 53, школ 130, образовательных центров 4, объекты здравоохранения 52, объектов торговли 990, промышленных объектов 5, производственных объектов 79, социальные объекты 3, увеселительные заведения 10 и другие объекты, как компьютерные клубы, бильярдные, интернет-клуб, кинорум, кальянная, цветочная, фитнес, боксерский клуб, ломбарды и другие 309. На всех объектах, охваченных мониторингом, проводится санитарно-просветительная разъяснительная работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. За этот период департаментом с сотрудниками управления контроля качества были привлечены к административной ответственности. Всего поступило 1674 рапортов, из них к административной ответственности были привлечены 756 физических, должностных и юридических лиц на общую сумму 157 миллионов 990 тысяч 968 тенге. По заявлению субъектов предпринимательства 5 материалов направлены для рассмотрения в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан. И несмотря на все эти разъяснительные профилактические работы по соблюдению ограничительных мероприятий, субъекты предпринимательства и физические лица продолжают нарушать масочный режим работы объектов, не соблюдают социальную дистанцию, я уже повторяюсь, проводят семейные мероприятия, той, вечеринки. Поэтому я еще раз
уважаемые жители и гости столицы, очередной раз прошу вас позаботиться о здоровье и жизни окружающих вас людей. Для этого необходимо лишь придерживаться элементарных правил: обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления. На сегодняшний день вы знаете, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире резко ухудшается. Как мы все это видим в странах Европы, также ужесточаются карантинные меры. В некоторых городах введен комендантский час. Снова закрывается кино и спортзалы, театры. Объекты общественного питания переходят на режим работы до 18:00 часов. 25 числа в Соединенных Штатах Америки зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И вот за 24 часа в стране выявлено 85 757 случаев заражения. В соседней России также наблюдается рост регистрации коронавирусной инфекции. В стране также ужесточены требования по обязательному ношению повсеместному масок. И вы знаете, что в августе месяце этого года мы уже столкнулись с такой ситуацией, когда в Казахстане наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы всеми силами пытаемся удержать эту стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране. Поэтому прошу вас поддержать страну и помочь нам выйти из этой сложившейся ситуации в мире с наименьшими потерями. Благодарю за внимание. Сәлеметсіздер ме, құрметті қала тұрғындары. Ағымдағы жылғы 27 қазаннан карантиндік режимді сақтау бойынша бірқатар қосымша шектеулер енгізілді. Елордалық полицейлер санитарлық нормаларды бұзу фактілерін анықтау бойынша күн сайын рейдтік іс-шаралар жүргізуде. Ережелерді бұзатын объектілерге, атап айтқанда ойын-сауық мекемелері, сауда орындары ерекше назар аударылады. Құрамында санитарлық қызмет, әкімдік, еріктілер және полицияның өкілдері. Бар мобильдік топтар күн сайын рейд жүргізіп, карантин режимін бұзғандарын анықтап жауапқа тартады. Қабылданып жатқан шараларға қарамастан кейбір ойын-сауық мекемелері санитарлық талаптарын бұзып, тыйым салынған уақытта қызмет көрсетуді жалғастыруда. Как подробно уже рассказала Жанна Кадырбаевна нам о эпидситуации в городе, несмотря на принимаемые отдельные меры, отдельные увеселительные заведения и другие объекты общественного питания нарушают санитарные эпидемиологические требования и создают угрозу заражения для граждан, продолжают функционировать в запрещенное время, тем самым грубо нарушая карантинные меры. Хотелось бы остановиться на тех объектах, которые вот буквально за последнюю неделю мы выявили. Как я уже говорил, у нас созданы мобильные группы, в составе которых санитарные врачи, сотрудники акимата, полицейские. Совместно мы выявляем. Для примера хотел привести примеры. 21 октября мобильной группой выявлен факт нарушения кафе по шашлычам по улице Манаса, который осуществлял свою деятельность, не соблюдая установленный график работы в будние и выходные дни. В тот же день мобильной группой выявлено кафе «Арива», также по улице Манаса, который, несмотря на временные ограничения, осуществлял свою деятельность. 24 октября мобильной группой выявлен караоке-бар «Жаным Сол», расположенный по улице Беймбет Майлина, где в запрещенное время находились граждане. Более того, хотел сказать, что имеется тенденция проведения в ресторанах семейных мероприятий с приглашением большого количества людей. К примеру, 24 октября в ресторане Гранд Холл Астана по проспекту Туран находилось около 100 посетителей, в котором одновременно проводилось два мероприятия. Это Кыз Узату Тойы и день рождения. Кроме того, 23 октября выявлен клуб «Фест 425», также по улице Туран, где, не соблюдая социальную дистанцию и нарушая все требования, в ночное время находились посетители. За нарушение ограничительных мер материалы по всем выявленным нарушениям направляются в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Мы продолжаем вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции в парках, скверах, рынках, возле школ и других заведений. Напоминаем о мерах предосторожности и призываем наших граждан к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции. Вот, подробно главный санитарный врач на цифрах остановилась. Несмотря на все принимаемые меры, наши, к сожалению, увеселительные заведения, другие места, торговые дома, рынки, как уже было обозначено, продолжают нарушать. И зачастую не понимая, что большое скопление людей, нахождение людей без дистанцирования и нарушая санитарные нормы, это ведет к большому количеству заболеваний. Поэтому еще раз просим и обращаемся ко всем жителям и гостям столицы, чтобы все соблюдали нормы, санитарные нормы, которые установил главный государственный санитарный врач. Благодарю за внимание. Спасибо.